Бисмилля, альхамдулилля. Доброе утро, дорогие друзья. У мусульман всего мира большая радость. Наступил месяц Рамадан. С этим месяцем связан пост, обязательный для каждого мусульманина. Пост стал обязательным со второго года хиджры, приблизительно в 624 году по григорианскому календарю. Это означает, что мусульмане в дневное время от рассвета до полного захода солнца воздерживаются от еды, питья и других видов разговения. Пост продолжается в течение всего месяца. Тому человеку, который постился весь месяц и не делал больших грехов и соблюдал повеление Всевышнего, прощаются грехи. Пост для мусульман – это не голодовка. Пост – это поклонение, и он является одним из важнейших ритуалов. Первые 10 дней поста – это милость, вторые 10 дней поста – это прощение грехов, а оставшаяся часть – это спасение от огня ада. В последние 10 дней поста есть особая ночь, Лайлятуль Кадр, так называемая ночь могущества, в которой принимаются просьбы и поклонения рабов Аллаха. В эту ночь мусульмане собираются и читают молитвы, намазы, учатся религии, старшее поколение дает наставления и обучает младшее, и тем самым проявляется старание укрепить связь поколений и взаимопонимание между отцами и детьми. В завершении поста мусульмане дают особую милостыню – закат аль-фитр, или еще ее называют фитр садакасы. Это милостыня за тело мусульманина, то есть за то, что мусульманин прожил этот год. Месяц Рамадан – это самый лучший месяц в году, так же как пятница – лучший день недели. Но месяц Рамадан – лучший 1000 месяцев, проведенных в поклонении. Если в любое другое время за благочестивое деяние человек может получить до 10 вознаграждений, то в этот месяц за те же благочестивые деяния может получить 100, 600 и даже 1000 вознаграждений, то есть столько, как будто он совершил 1000 добрых дел. Поэтому мусульмане готовятся к этому благочестивому месяцу заранее и увеличивают количество добрых дел в этот месяц, раздают бедным части своего имущества, дают милостыни бедным и малоимущим, ходят друг к другу в гости, дарят друг другу подарки и стараются делать больше добра, так как сказано, что хорошие дела смывают грехи. Если средств немного, то люди просто проведывают друг друга, восстанавливают родственные связи, прощают друг другу обиды, прекращают ссоры. В месяц Рамадан люди стараются приглашать друг друга на разговение, так как сказано, что тот, кто накормил постившегося, получает за это большое вознаграждение, но меньше, чем за соблюдение поста. Месяц Рамадан – это месяц добра и праведности. Этот месяц дает нам еще больше возможностей узнать о религии ислам, понять мудрость повеления Всевышнего и научить других религиозным знаниям. Поэтому обращаемся к вам, дорогие мусульмане, с поздравлениями, самыми добрыми пожеланиями. Желаем всем блага, достойно встретить этот великий месяц, использовать это короткое время во благо, а также просим Всевышнего дать нам силы быть мусульманами и соблюдать пост этого года и следующих лет. Аминь.